Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем стрымы Еўрарадыё са студыі нашай гарачай стрымы, я б сказаў, Еўрарадыё. Хаця вось некаторыя нашыя гледачы пішуць, паставілі эфір спачатку з Карач, а потым са Шрайбманам. Пасля гарачага эфіру з Карач вырашылі даць вядучаму перадышку, адпачыць і паспаць на эфіры са Шрайбманам. Так вось я не згодны цалкам, таму што эфіры з Артёмам заўсёды вельмі цікавыя і гарачыя. Такім чынам сустракайце палітычны аналітык Артём Шрайбман у студыі Еўрарады. Прывітанне, Артём. Добрый дзень. Артём, я пачну, можа быць, з такога традыцыйнага пытання, а сам ты, якія лічыш самыя асноўныя, важныя і гарачыя, ну, можа быць, падзеі, навіны мінулага тыдня? Хороший вопрос. Я должен признаться, что в белорусской политике стало происходить по сравнению, по крайней мере, с тем, что происходит к югу от нас, да, в Украине и в войне, так мало, что мой фокус внимания часто смещается. Я себя силой заставляю иногда почитать какие-то вот скандалы белорусской внутренней политики и так далее. Яны ўвогуле как бы такая дзіўная, так, оксиморон. Скандалы белорусской политики. Да. Ну, вы же тут обсуждаете уже который стрим покушения и прочие всякие истории. И просто вот и масштаб вот одних событий и на фоне вторых, он на самом деле контрастирует очень сильно. Слушайте, ну, в Беларуси, мне кажется, новая такая тенденция, она не только на прошлой неделе проявилась, она весь май и даже раньше шла. Это то, что начали использовать очень часто таких провластных активистов, пропагандистов в репрессиях. То есть раньше все-таки не нужно было КГБ или ГУБОПику посылать там десант из Озаренка и Гладко и кого-то еще в издательство для того, чтобы туда прийти. А теперь вот как-то пытаются использовать якобы гнев народный, да, своего отобранного народа, чтобы легитимизировать свои репрессии. А навошта это? Все-таки легитимизация репрессий? Я думаю, что здесь два есть как бы таких, с двух сторон, скажем так, спрос на это. Есть спрос со стороны этих пропагандистов, активистов, то есть не будем списывать со счетов то, что эти люди, они очень агрессивно настроены по отношению к тем, кого они считают змагарами, да, врагами народа, и они хотят, я думаю, таких расправ. Это такой, такие хунвейбины в классическом понимании, когда используются для расправ псевдогражданское общество такое. Собственно, Егин об этом говорил не так давно, что теперь так будет всегда, теперь на каждую там нелояльную нам выставку, концерт будут приходить наши вот общественники. И с другой стороны, я думаю, для власти это возможность чем-то этих людей занять. То есть раньше эту всю как бы братью использовали там в альтернативных автопробегах, митингах, когда еще были протесты в Беларуси. Протесты закончились, этих людей надо чем-то занимать, им дают вот такое как бы поле порезвиться. Да? Вот вам, пожалуйста, можете смотреть, какие концерты в Беларуси проходят. Не дай бог какой-нибудь там человек, запятнавший себя поддержкой протестов, да, появится. По-моему, концерт кого они отменили недавно, Басты или кого в Минске. Короче говоря, вот это такая... То есть вот калі раней Чергенец разбираўся у тэкстах Рамштайн, то зараз вот будзе які-нибудь там Азаронок. И даже как бы, мне кажется, что в возмущении Чергенца было больше чего-то автономного. Мне кажется, человеку просто действительно там болело, он считал, вот, что боролся за нравственность, да, то есть, и это не всегда приводило к каким-то репрессиям постфактум, да, а возмущение Чергенца. То есть он приходил в какие-то клубы, я помню, и эти клубы не закрывались. Сейчас же у этих людей, как бы, видимо, больше власти. Но я думаю, что это просто видимость. То есть я думаю, что это на самом деле, есть решение власти что-то там отменить или закрыть, или запретить. И туда, что называется, насылается этот десант чаще. Ну, может быть, и не всегда так. Может быть, иногда и наоборот это работает. Просто теперь никаких сдержек нет, да. То есть мы об этом много раз говорили. Если можно репрессировать кого угодно, то появляются новые цели, почему бы их не закрывать, будь то художники не те, издательства не те, там, бар не тот, да, сейчас на бар Калиновский атака идет, то есть это просто вопрос того, что у людей закончились реальные враги, реальные оппоненты, реальные протестующие активисты, они приходят на вот таких якобы затаившихся. А вот, дарэчы, мы с вами таксама не один раз говорили на эту тему, что калі вот закончатся реальные активисты, ну и поступово система пачне пожирать сама себе. Почала уже ці яшчэ не? Ну, это метафоричная такая, мне кажется,
постановка вопроса сама себя. Ну, мы считаем банковскую систему частью государственной системы. Ну, отчасти, да. Ну, вот банковские уже всякие аресты идут не первый месяц, да. Вот было дело с этим с Матюшевским. Есть другие случаи, когда банкиров просто отодвигают, да. Еще одно дело в медицинской сфере, да. Недавно министра лесного хозяйства отодвинули, да, так этот молчаливый, никто этого не заметил. Был пример, что это, по-моему, было начало мая, или это был апрель, я уж сейчас не помню, когда совещание с силовиками, апрель это, наверное, было, совещание с силовиками прошло, на котором генпрокурор, по сути, встал и сказал, вот, плохо работают следователи, плохо работают милиционеры, нам приходят дела политические, ну, он сказал, экстремистскими, нужно их поднимать, нам приходится их возобновлять, потому что они их спускают на тормозах, что это непорядок. И Лукашенко встал, устроил выволочку министру внутренних дел за это. Тоже признак того, что идет внутривидовая конкуренция, борьба, а сегодня поле этой борьбы – это репрессивная активность. То есть кто хуже всех себя проявляет на ниве борьбы с врагами, того как бы остальные пытаются и съесть за этот счет, и заработать себе таким образом очков. Пожирание ли это? Ну, увидим по кадровым решениям, наверное, каким-то, но уж точно такая грызня. Артём, давайте вот вернемся все ж таки до больш такого важнага ўсё ж таки сітуацыі, гэта вайна ва ўкраіне і звязаная з гэтым падзеі. Вось наш глядач пад нікам Сергей пытаецца, на ваш погляд, навошта Лукашэнку гэтае апалчэнне, церабароны, каго ён гэтым палохае? Ну і можа быць у звязку з гэтым з'явілася інфармацыя, што ўсё ж таки больш таким новым узбраеннем зараз узброіваецца беларускае войска з России поступае. Вот то мы чуем про тое, что скончылася ўжо сучасная некая там зброя, і на вайну ва Украине отправляют танки там 60-х годов, а тут такое. Вот про что это сведчит? Я не слышал много заявлений про новое вооружение. Слышал, что Лукашенко сказал, что он купил у России С-400 «Искандеры», которые были и так здесь размещены, в Беларуси в смысле, и он их договорился оставить, видимо, за какие-то деньги или за какие-то другие услуги. А про другое новое вооружение я не слышал, потому что я не военный эксперт, я, честно, не так плотно заслежу за вот конкретно военно-технической стороной дела, но я бы не удивился, если бы сейчас позиции Лукашенко в торге с Москвой за поставки нового оружия стали бы лучше, потому что это всегда была проблема, он всегда требовал нового оружия подешевле, ему никогда его почти не давали, он иногда даже устраивал демарши и разрабатывал отдельно от России, соответственно, новые системы вооружений, тот же Полонез. И оно сейчас Путину, я думаю, стало понятно, насколько важен белорусский плацдарм, и поэтому почему бы не проинвестировать в него немного, да? Тем более, что оборонка сейчас в России, мне кажется, это та сфера, которая не чувствует на себе кризисов, ну, я имею в виду денежного кризиса уж точно, уж понятно, комплектующих может не хватать, но деньгами, я думаю, заливают российскую армию. Почему бы немножко, чтобы не перепало и Минску? А в том, что касается ополчения, я пока, знаете, я вот в таких историях, анонсах белорусских военных всегда склонен ждать результата. Вот давайте дождемся, что они сделают, потому что я допускаю, что это все история про выполнение приказа для галочки, как и тероборона, по большому счету. На бумаге звучит невероятно правильно, хорошо, прогрессивно. Мы увидели, как в Украине тероборона себя показала хорошо. Мы увидим, что там лучшие армии мира, я имею в виду самые, скажем так, считающиеся эффективными, Швейцария, Финляндия, да, они тоже полагаются на тероборону. И в этом смысле очень прогрессивное начинание было сделано еще в 15-16 годах. Пересмотрели тогда военную доктрину. И сейчас то же самое, да, на волне войны с Украиной Лукашенко об этом открыто говорит, что вот украинское сопротивление показало, что оно сильно в таких-то и таких-то своих аспектах. Давайте учиться. Абсолютно все здраво, но давайте посмотрим, как они это имплементируют. Если они, как всегда, нарядят, знаете, ну, вот они нарядили губернаторов в генеральские погоны и просто построили их там шеренгой перед Лукашенко на одном совещании, на этом все. Это одна ситуация, да, или сейчас они сделают там, каждого губернатора главой ополчения народного на месте, и на этом будет все, да, и на этом они не будут реально ничего строить. Это одна ситуация. Другая, если они реально будут создавать какие-то там парамилитарные структуры, в чем я сомневаюсь пока. Я сомневаюсь, потому что в белорусском обществе, даже в российском обществе, я так понимаю, трудно идет набор добровольцев на войну, а уже в белорусском обществе найти желающих милитаризовываться, идти в военные структуры, только, наверное, какая-то очень большая бедность в регионах может побудить людей идти в вот такие вот полувоенные, если это оплачиваемые вообще структуры формирования, подразделения. Но в основном, в остальном, я думаю, Минск не скрывает, что такие вещи он делает для того, чтобы любой агрессор, да, откуда бы он ни пришел,
воспринимал белорусскую территорию как такую территорию повышенной опасности, где там на тебя будут, условно, из каждого окна стрелять, потому что везде ополчение, тероборона, и каждый человек... Лукашенко про это тоже говорил, что всем раздадим там 7 миллионов автоматов, он как-то пару лет назад говорил, по-моему. Это тот же сюжет, да, это не про то, что мы реально готовим народ воевать, это про то, что мы действительно запугиваем потенциального агрессора тем, что будет как в пригородах Киева, да, условно говоря, что десантников будут останавливать просто тероборона. Десантников, там, спецназовцев и так далее, когда в Киев вошли с севера эти части, и просто там их местная тероборона и положила многих. Просто тут возникает тады пытанне такое, калі нават рэальна раздадуць 7 мільёнаў аўтаматаў, калі рэальна з'явіцца там тэробарона ці там апалчэнне, то два пытання. Па-першае, ці будзе это апалчэнне абараняць рэжым лукашэнкаўскі? І другое пытанне, калі мы шмат кажам пра тое, што мы і так пад расійскай акупацыяй Беларусь знаходіцца, то ці можа быць войскі якія-небудзь, якія будуць заходзіць з іншага боку, яны будуць успрымацца як вызваленцы ад расійскай оккупации? Мне далеко, знаете, мне сложно так далеко предвидеть, когда у нас будут какие-то боевые столкновения с российскими войсками на нашей территории, но я не думаю, что вообще до этого дойдет, до раздачи оружия. Я думаю, что это просто будет что-то формальное, где уже существующим чиновникам военным добавят должности, связанные с ополчением или отставным, а существующим складам с оружием, особенно на юге страны, где создается новое командование оперативное, скажут, что а теперь это еще и склад ополчения. Вот и все. Я не думаю, что это пойдет сильно дальше этого. Ну, как это называется, очковтирательство в лепших своих традыцыях. Артём, як вы ацэньваеце верагоднасць, што сілавікі будуць за РФ, а не за беларусаў у пераломны момант? Ці застаюцца шансы на захаванне суверэнітэту? Очень сложный вопрос. Как раз об этом я только что сказал, что мне сложно увидеть это. Ну, то есть здесь важно понимать, что к этому привело, да, какая последовательность событий привела к этому. Белорусские силовики, как и любые другие силовики, изначально ориентируются на свою власть, пока они считают свою власть легитимной, способной контролировать страну. И поэтому, если они, например, попадают в ситуацию, в которой каким-то чудодейственным образом, да, Лукашенко пал, на его место пришла нелегитимная Тихановская в их глазах, да, то в таком случае, конечно, я допускаю, что они присоединились бы к вторгающимся российским войскам для того, чтобы это законность и конституционный порядок восстановить. Многие из них, по крайней мере. А там, я думаю, что промытость мозгов с войной только выросла, а степень антизападности и вообще антибелорусскости теперь уже тоже. И поэтому, к сожалению, здесь мало хороших новостей. Ну, по крайней мере, так это видится. Я уже не знаю, какие там могут быть на самом деле патриоты сидеть затаившиеся, и сколько им надо еще, чтобы там оставаться, да, сколько надо терпеть. Но мы не видим их признаков существования. Если же Лукашенко оказывается у власти на этот момент, и он каким-то образом настолько рассорился с Москвой, что Россия решила устроить какую-то заварушку вооруженную против него в Беларуси, то для меня нет однозначного ответа на вопрос, на чьей стороне будут войска. И я даже думаю, что чисто по инерции, это очень, белорусская армия, как и любая другая армия, это очень такая инерционная структура. Они просто живут по инерции. Тоже абы чего не вышло. Я думаю, что по инерции им будет безопаснее либо ничего не делать, либо все-таки защищать своего командира, да, своего главнокомандующего. Вот, поэтому, в этой ситуации, я думаю, Лукашенко там, или у какого-то там, не знаю, преемника когда-нибудь, если он будет восприниматься как легитимный ими президент, то, наверное, шансы оставить их и на стороне Беларуси есть. Алесь Бараболя прагназуе: Шрайбман мусіць зноў будзе спяваць дифірамбы і далей капслокам самой Светлане Тихановскай. Ну вось прайшло ўжо хвілінаў 15 эфіра, пакуль ніякіх дифірамбаў не спяваў. А у мяне іншае пытанне, я ўжо тут скачу з тэмы на тэму. Тым не менш, апошнім часам я заўважыў вельмі шмат, прычым не толькі там ад відавочных ботаў там ці троляў, нападак на офісы на Светлану Тихановскую асабіста, але і людзей рэальных, людзей, якія вот са шчырым сэрцам і вот, как бы там вот крытыкуюць і конкретно там выказваюць прэтэнзіі, і прычым вот актывіст, вельмі шмат апошнім часам. С чым звязана? Много здесь факторов. Во-первых, надо заметить, что ее критикуют со всех сторон. С одной стороны, ее критикуют за то, что она недостаточно радикальна, что она не призывает там, к вооруженному восстанию, не называет себя президентом, не возглавляет кабинет в изгнании и так далее. Ее критикуют за это
от добровольцев до там Латушка, до там людей из движения Супротив и так далее, Цепкало, то есть весь фланг оппозиционных игроков, которые более радикальны, чем она, критикуют ее за мягкость. Есть силы, которые критикуют ее наоборот, за слишком радикально агрессивную санкционную риторику. Вот у вас здесь был недавно Павел Мацукевич, да, и люди, которые согласны с ним, там, Шаба Бабарика, например, которые говорят, что нет, это нас отделяет от народа, народ против санкций на самом деле и так далее. Она, наоборот, слишком уж в эту сторону. Есть люди, которые будут критиковать ее по позицию по России. Слишком долго там по Крыму не могла определиться, другие скажут, нет, заняла сейчас позицию, а белорусское общество расколото, а ты заняла позицию прозападную. Поэтому насильно как бы, и ты не будешь как бы для всех замечательным, да, в ситуации общественной такой поляризации. Поэтому это абсолютно естественно, что ей прилетает со всех сторон. Тем больше, чем она занимает политических позиций. Потому что, вспомню, в 2020 году ее позиция была максимально общая. Я пришла новые выборы провести. А все остальное, там, Крым, не Крым, что там, мова не там, двуязычие, одноязычие, санкции, не санкции, это все подумаем потом, да, это будет легитимная власть решать. А я пришла провести честные выборы, и все. И это широкая повестка, широкая платформа, под ней все могут подписаться. Когда тебе надо принимать на себя какие-то взгляды, и их защищать на международной арене в том числе, ты попадаешь под перекрестный огонь. Второе – это психология. Чистейшая психология, потому что 2 года уже, можно сказать, идет борьбы, да, такой активной, по крайней мере, вот политический кризис в Беларуси, можно сказать, отсчитывает свое начало вот с конца весны, с начала лета 2020 года. И за это время результатов, плодов люди антирежимно настроенные не видят. И, соответственно, на кого они хотят повесить всех собак? Естественно, на воплощение, на лидера, да, на Тихановскую. Вне зависимости от того, сколько реально она контролирует какие процессы. Мое глубокое убеждение, что 2020 год не стал продуктом работы хоть одного лидера. Ни Бабарика, ни Тихановская, ни Тихановский. Никто из них не привнесли в формирование вот этого вот протестного движения столько, сколько привнесли силовики на Окрестина. И поэтому, я думаю, даже лишнее этим людям, оппозиционным лидерам, давать слишком, как бы, навешивать на них слишком много вот за это ответственности, да. Поэтому, причин много. Они, по мере, мы с вами об этом здесь, наверное, раз 10 уже говорили, по мере отдаления вообще горизонта победы, да, от людей, чем меньше люди верят в победу, тем больше они фокусируются на внутренних спорах. И это будет происходить и дальше. И мы видим, что эти силы, оппозиционные силы, но и оппозиционные Тихановской в том числе, уже начинают как-то кучковаться и консолидироваться. Это тоже такой тренд последних месяцев. Мы это увидели. А это добра ці дрэнна? Смотря кому. То есть, я думаю, для развития палітычнай культуры беларускай. Вот вы правильно сформулировали. Мне кажется, что это нормально, что мы не создаем себе каких-то богов, полубогов, да, в оппозиционной сфере, и дискуссия всегда живет. И мы видим это, я говорю, с конца прошлого года мы начали видеть системные попытки выстроить альтернативный Тихановской политический такой фронт. Это вот забастовка была первым таким ласточкой. Сейчас форум, который проводит Цепкало, уже скоро второй будет проводиться в Берлине, я слышал. Да, в липине. Да, и это, с одной точки зрения, приучение к плюрализму демократически настроенных белорусов, мне кажется, это нормально и правильно. С точки зрения монолитности, с точки зрения способности не погрязать вот в этих вот спорах, это не очень хорошо, потому что другой повестки нет, да, другой повестки протестной, какой-то конструктивной, позитивной повестки нету. Наверное, единственное, что может предложить сегодня оппозиция, это там солидарность и забота о политзаключенных. Больше ничего созидательного не происходит, да, внутри страны. И, соответственно, вся энергия уходит вот на эти вот срачи, если как бы грубо говорить. И это ужасно. Это ужасно, потому что это интересно, понимаете, 10 людям. Вот самое важное. Я утрированно говорю. Но это, возможно, вы это видите даже по цифрам на своих стримах. Чем больше как бы, демократические силы уходят в внутреннюю грузню, тем они сужают свою аудиторию, а обратно вернуть ту аудиторию, которая слушала их, когда они говорили о важных вещах, очень сложно. Ведаеце, Артём, я вот буквально заўчора прачытаў у Фейсбуку допіс адной беларускай мастачкі. Я не буду называть імя, потому что допіс я быў такі толькі для сяброў, таму я не ведаю, можа она адмыслова так зрабіла, каб вот ее імя я дзе-нибудь в эфиры не сказаў, але там было дзяўчына за словом у кішэню не лезе, і таму было напісана так, я там пэўныя словы замяню по памяти, что
оппозиция, демократичные силы, как вы дзяўблі сваімі скандаламі, разборкамі, срачамі і гэтак далей. Вы ўсё больш і больш аддаляецеся ад нас, тых, хто застаўся ў Беларусі, і там ввогуле прагучала такая фраза: калі далей так вот і будзе, вот вы будете акцэнтавацца на гэтым, то месца вам у нашай Беларусі, у новай Беларусі, у будучай Беларусі просто няма. Это такая нормальный настрой? Ну, это объективный настрой. Это фиксация реальности. Оппозиция действительно все больше и больше своего внимания уделяет внутренним разборкам. И это, наверное, было бы естественно и понятно в ситуации, когда более актуальных проблем нет. Например, в стране, да, вот люди как бы счастливы, все у них хорошо, и можно по коалиции построить, да, порубиться. А у белорусов на земле куча проблем, да, и вот об этих проблемах так получилось, что эти люди не говорят, они говорят о вот таких каких-то непонятных людям в стране вещах. Естественно, возникает эта фрустрация. И поэтому, да, я согласен с этим прогнозом, что самое главное. Если так и будет продолжаться, и в Беларуси не произойдет какого-то абсолютно непредсказуемого такого спонтанного обуджения, которое просто, в скором времени снесет Лукашенко, или Лукашенко сам там, я не знаю, исчезнет, испарится, и пойдет новая волна активности. А если все будет годами вот так вот, что называется, загнивать, да, ситуация, то будущая волна политизации может вынести наверх абсолютно новых лидеров, и, соответственно, старым лидерам, да, действительно, не будет места там так же, как новая оппозиция наша сегодняшняя пришла в 2020 году и, по сути, с собой смыла предыдущую волну. Это тоже нельзя исключать, конечно. Мы не можем этого знать и предсказать заранее, но мы это видели с вами. Мне кажется, Змитер, что я там 10 лет в профессии, вы, наверное, 20, не меньше, да, и мы это не раз этот цикл наблюдали. А в этом нет в каком-то смысле ничего нового. Да? Мне больше ведаешь, Артем, что вот в этой ситуации, вот как кажется, назираем гэтые циклы, как бы не вельмі добрые эмоции выкликая, як я назираю, як это, умовно, новая оппозиция ператвараецца в оппозицию старую. То есть те же самые проблемы, те же самые скандалы, те же самые разборки, те же самые, там, вот, я не ведаю, война. Потому что это не про людей. Я говорю, это не в людях проблема. Да? Это все люди, попав в такие условия, в такую политическую ситуацию изгнания, по факту, да, раньше была внутренняя миграция, теперь она еще и внешняя, попав в ситуацию деполитизации общественной, когда за тобой смотрит только немного людей, да, намного меньше, чем раньше. Это видно даже по тому, сколько людей приняло участие в голосовании на «Голосе» после референдума. 100 тысяч человек прислало, как они проголосовали. Это 1,5% избирателей белорусских. И из них только 1/5 часть прислала, то есть 1/3% прислала свои бюллетени. Сравните с той политизацией, которая была на выборах, когда там под 1 миллион было. Вот и поэтому, в такой ситуации ты как бы окукливаешься, да, ты попадаешь в свое вот это вот гетто, как раньше мы это называли до 2020 года. И это процесс природный, он естественный, и оппозиция может ему помогать своими усилиями, концентрируясь на спорах и не предлагая других повесток новых, выходя за пределы своих вот традиционных тем. Либо она может ему мешать, препятствовать, пытаться сопротивляться. Я не могу сказать, что сегодняшняя оппозиция как-то здесь какие-то показывает чудеса креативности с точки зрения выхода на новую аудиторию и преломления этого тренда. Но я и не считаю, что там штаб Тихановской, по крайней мере, как-то уж сильно много усилий тратит на это. Они просто плывут по этому течению. Сябры, я невялічкую рекламную паузу такую зраблю. Мы зняли, зрабілі і выставілі у нас на сайце, у наших социальных сетках ролик про дзяцей палітвязняў. Калі ласка, перайдзіце па спасылцы, яна будзе указана у нас у каментарах і в опісанні гэтага стрыма. Пастаўце лайк і абавязкова паглядзіце гэты ролик, калі у вас будзе час. Ён не такі ўжо і вялікі, а тэма вельмі важная, і такім чынам вы дапаможаце пашырыць гэты ролик, каб як мага больш людзей паглядзела вось гэтыя гісторыі. Тым больш, што учора
ва ўсім свеце быў дзень абароны дзяцей. Гэта вельмі важная тэма, для нас актуальная. Не ўсё ж толькі пра Ціхановскую, Латушку, Лукашенку, Карач, да і ўсіх астатніх гаварыць. Таксама заходзьце на Telegram і на YouTube канал Еўрарадыё, подписывайтеся на YouTube канал і Telegram-канал Артёма Шрайбмана, заўсёды цікава пачытаць. Ну і заходзьце на Patreon Еўрарадыё. Вось гэтая кніжка, дзе адным з галоўных герояў з'яўляецца Артём Шрайбман, таксама са сваёй нацыянальнай ідэяй. Можна зайсці на Patreon Еўрарадыё і набыць гэтую кнігу. А каб паслухаць гісторыі гэтай кнігі, можна наведаць нашыя прэзентацыі, якія будуць у Тбілісі, у Кракаве, у Празе, у Варшаве, у Вільні. Так что выбор вялікі. І пераходзім далей. Артём, як вы лічыце? Вот, я думаю, вы глядзелі наш стрым з Павлам Мусавым, які вельмі шмат казаў пра неабходнасць стварэння такіх, ну, можа быць, інстытуцый амаль дзяржаўных, то есть стварыць такую дзяржаву Беларусь па-за межамі Беларусі. Вось зараз все это там, пачынаючы там ад урадаў выгнанні, там нейкіх там можа быць нават структур бяспекі, міністэрстваў розных, ну вот усё такое, каб людзі працавалі, стваралі ўсловия. Як толькі з'явіцца магчымасць вот гэтую Беларусь з Варшавы, умоўна кажучы, там ці яшчэ з-за мяжы, раз вот так вот перанеслі і акуратненько поставілі у Беларусі нашую. Як вы лічыце, ці варта гэтым займацца? И якую посаду вы бы хотели там? Да. Главного скептика. Я думаю, что это для людей внутри Беларуси это было бы продолжением все того же тренда на отрыв демократических сил от проблем белорусов внутри страны. Потому что если эти структуры, назовите их как хотите, кабинет, офис, министерство, не знаю, ополчение народное, если они могут что-то делать, на что-то влиять, например, как Тихановская со своими визитами, которые решают визовые вопросы белорусов, да, в изгнании. До речі, они решают? Вот это вельми важное питание. Не знаю. Всегда... Ну вот поглядите, кольки краин уже сказали, что они не выдают визы белорусам? Дмитрий, всегда... Некоторые сказали, что мы это возобновляем, да, выдачу, там, по-моему, Латвия что-то такое говорила, Чехия и Польша, да, Польша, наоборот, расширяет. И вот здесь вопрос. Я свечку не держал, я не знаю, это принято решение самостоятельно страной, и они просто решили помочь Тихановской, позвав ее навстречу, сказав, что, ну, ладно, будем считать, что ты этого добилась. Или же действительно лоббистские усилия офиса помогли этому. Я этого, честно говоря, не знаю, но с пиаровской точки зрения прошло неплохо для офиса. Они начали выглядеть так, как будто они решают реальную задачу. Да? В Киеве открыли представительство, будут решать проблему с банковскими картами для белорусов. То есть, если для этого вам нужны структуры, Министерство финансов теневое, я не знаю, МИД теневой, да создавайте, если оно будет заниматься делами. Если оно будет просто существовать в формате Рады БНР, уже второй, да, то зачем вторая Рада БНР? Если есть первая Рада БНР, которая успешно справляется с тем, чтобы ничего не делать в изгнании. Ну, трэба толькі, каб ўсё ж таки перадалі мандат от першай. Да. Вот давайте еще сделаем две конкурирующие Рады БНР. Вот это будет чисто по-белорусски. Это будет два правительства в изгнании, которые будут спорить между собой, какое из них более легитимное, да, какое отсчитывает свою историю с правильной точки. Ну, если у нас есть Рада БНР, которая вот этот символический на себе вес, да, символическую эту миссию, эстафетную палочку несет и ждет своего легитимного правительства Беларуси, которому оно эту палочку передаст, то в чем будет добавленная стоимость нового, если оно не будет ничего делать и иметь ресурсов влияния на ситуацию в самой Беларуси? Если такие ресурсы есть, если вы что-то можете делать, да, реально изменять своими решениями, своими лоббистскими усилиями, окей, создавайте структуры. Если я не слушал эфир с Павлом Мусовым, я слушал только вот этот фрагмент, кстати, на самом деле, про общенациональный рух, он еще говорил, национально-демократический. И если он может мне, может быть, я должен дослушать, чтобы понять, объяснить, чем конкретно это будут заниматься эти люди, окей, нормально, наверное. Мне креатива не хватает. Что можно из диаспоры делать, создав еще новую, просто еще новый веер структур и комитетов, и конгрессов, и министерств. А вот эта вот фантазийная такая схема про то, что в Беларуси режим падает, образуется какой-то вакуум, и прилетает новый режим, в истории знает слишком мало таких примеров, чтобы на это всерьез рассчитывать. Что вот у нас как-то испарится белорусская вертикаль власти, и они, ну, пожалуйста, Тихановская или там кто-нибудь, Латушка, придите же со своими комитетами и министерствами, а то у нас никого нет. Такого я не предвижу.
Ну тым больш что там скажем на міністраў заўсёды знойдзецца кого-нибудь, а вось на якога-нибудь там старшыню райвыканкама там ці там сельсавета, да, тут пытанне ад Романа Панчанкі. Артём, некалькі пытанняў. Ці зможа Лукашенко вырвацца з сяброўскіх абдымкаў у двухосі? Калі так, то ці здольны ён, маючы багаты досвед памылак апошніх 2 гадоў, змяніць сваю унутраную і знешнюю палітыку? Ну, никогда не говори никогда. Я бы не был здесь слишком однозначным таким, что как многие комментаторы, которые говорят, что все, нет, Лукашенко похоронен для Запада. Но мы видим, что какие-то форматы его реабилитации, что ли, по крайней мере, политической, они обсуждаются. Не моральный, то есть понятно, что за него все поставили крест, как на условно говоря, нетоксичного собеседника. В этом смысле ему, мне кажется, свою репутацию не вернуть. Но, например, ситуация с зерном, которую обсуждают, да, и с калием. То есть давайте разморозим поставки и калия, и зерна через Беларусь, чтобы спасти там африканских голодающих детей, и заодно поставки калия решат проблему с удобрениями в мире. Ну, пока вроде бы это не реализовано и вряд ли будет реализовано, но раз такие вещи поднимаются на повестку дня и серьезно дебатируются на уровне Генсека ООН, США, я знаю, активно прорабатывают этот вопрос, это значит, что крест не поставили на Лукашенко. То есть обстоятельства могут сложиться так, что некий спрос на его, я не могу сказать нейтралитет, но на его отстраивание от России, он перевесит весь его багаж проблем, которые с ним тянется, в том числе его международную нелегитимность. Как эта ситуация сложится, бог его знает. Но думаю, что для этого как минимум, должна измениться коренным образом ситуация на фронте, то есть Россия должна проигрывать эту войну для всех очевидным образом, и вывести войска из Беларуси, потому что пока войска стоят в нормальном количестве, да, в том числе и вооружение, Лукашенко просто у него пространства для маневра нет. Ну а дальше, наверное, стороны через какое-то время могут подойти к прицениванию, да, окей, сколько там сотен политзаключенных мы можем поменять на заморозку какого числа санкций. То есть это не исключено. Дарэчы, вось вы узгадалі Павла Мацукевіча, з якім у нас быў эфір недавно, і Павел там выказаў такое меркаванне, што трэба зрабіць, што, маўляў, трэба захаду найперш рабіць усё, каб убіць клін паміж Пуціным і Лукашэнкам, паміж Беларусію і Расію, Мінскай і Масквой. Для гэтага, маўляў, павінны закрыць вочы на палітвязняў, на рэпрэсіі, на ўсё астатняе. Галоўная мэта — адцягнуць Беларусь ад Расіі. Вы с такой сходной позицией? Если бы это было возможно и легко, вот то, что Павел описывает, то я бы, наверное, даже мог бы с ним согласиться, да, потому что цель в данном случае сильно могла бы оправдать средства, потому что он-то тоже про то, что такая бы ситуация, такой бы разрыв Путина и Лукашенко, он привел в итоге к освобождению политзаключенных, к какому-то расслаблению внутренних гаек. То есть Павел уже про это говорил. Но я просто сомневаюсь в реалистичности того, что Запад своими усилиями сейчас... То есть я думаю, это было возможно год назад, может быть, да, до войны, полгода назад, полгода уже вряд ли. Но сейчас, учитывая такую плотность связи Лукашенко и Путина, Запад может сделать... То есть не в силах Запада сейчас поссорить Путина и Лукашенко. В силах Запада помочь Украине победить, что в свою очередь ослабит Россию, что в свою очередь ослабит желание Лукашенко с ней ассоциироваться. То есть вот таким образом, да, и Павел, кстати, про это, по-моему, тоже говорил, я с ним согласен. Помогать Украине победить. Вот стратегия или там тактика, по которой можно вбить клин. А пытаться вбить клин через смягчение позиции по отношению к Лукашенко, от этого Искандеры не выйдут. От этого Лукашенко не станет более автономным и субъектным. Да? Если вы ему скажете, ладно, мы закрываем глаза на политзаключенных и вот снимаем санкции, он скажет спасибо. С чего он должен будет меняться? С чего он должен будет, если он получил то, что он хотел, даже частично, он убедится, что он прав, что я вас переждал, пересидел, вот видите, вы сдались, как я и говорил, да? Как вот меня даже спасибо не скажет. Маккей убеждал, вам стало нужнее, да? Он убедится, что он прав, а не то, что он не прав, да? То есть импульс на это должен идти от него, а не от Запада. Иначе он сделает неправильные выводы, и я думаю, даже и освобождать политзаключенных-то и не будет. Поэтому, если это пакет, если это какая-то сделка, где реально
реально там калийные санкции меняются на свободу для тысячи человек, это, я думаю, обсуждаемая и нормальная тема для международной дипломатии. А в формате такого авансового западного платежа, типа, вот держите, мы попытаемся вбить клин, да с чего он должен вбиться? С чего он должен вбиться между двумя изолированными престарелыми автократами? У них намного больше общего. У них интересы сейчас намного больше пересекаются, чем интересы Лукашенко задружиться опять с Западом. Поэтому я просто, с Павлом ценностно я согласен с ним, еще раз. Но я иначе оцениваю шансы Запада вообще на это сделать. А если ты не можешь на это повлиять, то ввязываться и получать все те минусы, которые от этого будут, может быть еще хуже. Алексей пытается, какие шансы у батальона Калиновского сместить Лукашенко? Мы это обсуждали в прошлый раз. И еще я помню, прилетело так за это нормально у вас в комментах. Не вижу я больших шансов. Тут просто відаць гэта на фоне узгаданага эфира с Павлом Усовым, які казаў про тое, что Лукашенко вельмі асцерагаецца батальона Калиновского, что батальон Калиновского гэта фактычна палітычная структура и силовой блок там белорусской оппозиции, в котором уже есть расколы какие-то, да, мы слышим про истории с Одессой, истории о том, что часть людей куда-то там снялась и уехала. И тем более уже не батальон, уже полк, если я не ошибаюсь, они уже переформатировались. То, что они переназвались, это не значит, что они набрали колькость людей. Да. Их явно стало больше, чем когда мы с вами последний раз обсуждали. То есть их теперь явно это сотни людей, это, я думаю, что уже несколько сотен, и поэтому это сила, с которой белорусский режим не может не считаться. Почему? Потому что в случае нового какого-то протестного движения в Беларуси теперь есть абсолютно четкая там группа, большая группа вооруженных и умеющих обращаться с оружием людей, которые декларируют свое желание вернуться в Беларусь и помочь свергнуть Лукашенко. Люди, которые координируются между собой, которые относительно сплоченные, с уникальным опытом, которого нет даже у белорусских силовиков. Это, знаете ли, ничего, да. Я думаю, что поэтому силовики лукашенковские, они должны с этим считаться, они будут с этим считаться, в смысле, они уже об этом говорят. И поэтому я не могу сказать, что они вообще не могут ни в какой ситуации повлиять на ситуацию в Беларуси. Могут. Если мы попадаем в такой казахстанский вариант, да, вот как в январе в Казахстане было, протестов в Беларуси, где стрельба, захваты зданий, какие-то непонятные метания номенклатуры на местах, центр уже не все контролирует, то в такой ситуации пара сотен организованных молодых, там, или даже не молодых, но вооруженных людей, которые проникли как-то в страну, это может стать решающим фактором. Но это же мы рассматриваем ситуацию, в которой силовики все это время как бы спят в шапку, да, и ничего не делают, и не готовятся к приезду этих людей, и пропускают их в страну почему-то. И они не во всех разыскных базах, в том числе и в Беларуси, и в России, и у нас такая дырявая граница, что они все могут через нее пройти. Эти все «если», да, они для меня сегодня весомы. И пока режим в той форме, в которой он существует сейчас, мне кажется, у него есть ресурс, чтобы, не допустить этих людей в страну, если они появятся, все-таки подавить их сопротивление. Но это если режим силен. Если режим к моменту протестов или чего-то еще слаб и дряхлый, то все может быть. То да, эти люди — это новый фактор белорусской политики. З вами не пагаджаецца наш глядач на тэму што можа быць не трэба ўсіх гэтыя новыя структуры пладзіць за мяжой. Чым больш розных ініцыятываў і палітыкаў, якія ў замежжы займаюцца нейкай актыўнасці, тым лепей. Гэта і ёсць падмурак дэмакратыі, у тым ліку і спрэчкі паміж імі. Главное, чтобы инициатив стало не больше, чем политиков. Как у нас иногда бывает. То есть, калі адзін стварае некалькі. Да. Артём, я довольно смешная ситуация с Арестовичем, который подчас... Бегает от вас, да? На второй стрим не идет. Да, я, дарэчы, ему написал буквально сёння раніцай, адказу пакуль не атрымаў. Тым не менш, падчас свайго стрыма у Фейгіна ён спрагназаваў з хітрым поглядам таким, што в Беларусі мы хутка здарацца вельмі нечаканыя і цікавыя падзеі. Праўда, далей заціх і не працягваў, з чым звязаныя, што там можа быць. Я ж кажу, я напісаў яму, пакуль адказа няма. Паспрабую яшчэ пазней патэлефанаваць, можа быць, патлумачыць. Але вы бачыце, што можа такое здарыцца, якія цікавосткі, на якія так хітра намекае Арестович. Не, я в этом смысле не очень чуткий к таким вещам человек. Я не вижу
какие-то либо изменения в Беларуси, которые сейчас спонтанно произошли, без того, чтобы они пришли к нам, ну, условно говоря, с войны, да. То есть вот война может стать переломным фактором в белорусской, в том числе и политической, внутриполитической истории, в зависимости от того, как она пойдет, да. И оттуда могут прийти разные ветры, да. Но без того, чтобы ситуация на фронтах коренным образом как-то поменялась в чью-то пользу, то, ну, пусть Арестович ответит тогда сам за свои слова. Я затрудняюсь. До речі, по позиция Захада. Вот вы разумеете позицию Захада по ситуации в Украине цалком, потому что... Запад разный. Ну, коллективный Захад. Есть Венгрия, есть Польша, да? Ну да, я разумею. Я просто до чего, вот Александр Фридман у нас в эфирах постоянно звяртае увагу на тое, что заходнія лідары, большасць з іх, яны как бы не маюць ну, в сэнсе как, калі ў іх пытаюцца, то яны не кажуць, что Россия павінна прайграць. Там яны кажуць, что вот, ну, павінна скончыцца, там Украина павінна перамагчы, але не кажуць, что Россия павінна прайграць. Вот, некоторые говорят, то есть прибалты говорят. Да, прибалты, поляки говорят, потому что яны, видать, лепш разумеюць, память все ж таки генетычная працуе. Да. Это правда. Я думаю, что особенно в Западной Европе были бы счастливы, если бы война просто закончилась, каким-либо образом она не закончилась. Политики, многие, по крайней мере, да, не могу сказать за всех, но думаю, в Германии такие настроения распространены, что просто, я думаю, что и во Франции, потому что, и, возможно, в Италии, если там по большим странам идти, потому что они понимают, что с большего для них это дальний для них как бы конфликт, то есть два там восточнославянских народа что-то не поделили, это не их проблема по большому счету, по крайней мере, они почему-то еще не понимают, что если это не становится там, то это может стать и их проблемой. А вот что может стать их проблемой прямо сейчас, это там беженцы голодные из Африки, да, беженцы из Украины опять-таки, и они хотят просто, чтобы это как-то быстрее прекратилось. И поэтому, да, я согласен с Фридманом здесь, что часть лидеров, по крайней мере, они за мир, а не за победу Украины. В первую очередь за мир, а за вторую уже за победу Украины. Но не все. Есть Британия, есть США, есть Польша, есть страны Балтии, есть Словакия, есть другие страны, вот центральноевропейские, которые занимают позицию, что Путин должен быть именно не просто там остановлен, он должен быть разгромлен в Украине, и именно это залог мира. Этот спор идет и в академической, в аналитической среде на Западе. Ну, это, наверное, нормальный спор, да. Для меня позиция тех людей, которые вот за такой более умиротворяющий, да, сценарий, она мне непонятна, потому что нужно очень сильно, то есть нужно как-то очень настойчиво игнорировать европейскую историю, чтобы не понимать, чем заканчивается умиротворение агрессора, когда он это уже проявил. Ладно, можно было бы там до 14-го или, ладно, до 22-го года спорить, а какие же у Путина намерения? Ну вот, он проявил свои намерения. Но и после этого пытаться себя убеждать, что мы имеем дело с человеком, которому можно что-то продать, и он успокоится. Ну, то есть, вот, і мне не зразумела, на чым базуецца вот гэта перакананне ці вера ў тое, што вот калі даць Пуціну, што ён хоча, палову Украіны, ці цэлую Украіну, і ён супакоіцца, а мы далей там ужо можам жыць спакойна. Это то, что в английском называется wishful thinking. Это выдавание желаемого действительно. Тебе хотелось бы, чтобы так было, чтобы тебе не пришлось воевать серьезно, чтобы тебе не пришлось поставлять все свое оружие Украине, чтобы тебе не пришлось вливать в нее много месяцев, а может быть даже и лет деньги, потому что порты заблокированы. И ты себя убеждаешь, что на самом деле Путин не такой, как вот его пытаются нарисовать эти злобные литовцы и поляки. Что ж, я думаю, что не дошло через голову, дойдет как бы через другие какие-то места. Что ж поделать. К сожалению, Путин из тех лидеров, которые, я думаю, доходчиво объясняет, кто он такой в последние месяцы. И если они не поймут... То есть украинцы не сдадутся. Для меня это достаточно очевидно. То есть война просто будет продолжать пожирать больше жизней солдат и мирных жителей. И просто в какой-то момент эскалация будет такая, что ее не смогут игнорировать. Я, к сожалению, не исключал бы оружие массового поражения, что Россия применит. Ну, тогда, может быть, больше людей в Европе поймут, что они были неправы. Уже, кажется, немцы начинают понимать, что они все эти 8 лет или сколько там лет были неправы, развивая с Путиным энергетическое сотрудничество, закрывая свои атомные станции и так далее, да. Ну, вот, может быть, и еще очередная эскалация поможет им остальным понять. Посмотрим. Ну, так или иначе, я бы не драматизировал ситуацию. Все-таки изменение колоссальное.
Особенно в том, что касается вообще энергетического мышления. Кажется, что этот поезд отправился. И уже возвращение к тому, что ладно, война заморозилась, давайте Северный поток-3 построим. Ну, вот этого я не вижу вообще такой истории. То есть, да, возможно, какие-то локальные откаты, возможно, какие-то феномены Орбана, абсолютно фрустрирующие всех, но глобально говоря, я думаю, что выводы сделаны в ключевых столицах. То есть дойдзе до канчатковай і цалкам адмовы от энергоносьбитов российских. Не, ну посмотрим, смотрите, я допускаю себе ситуацию, в которой Путина свергают в следующем году, да, или к концу этого, например. Это маловероятный сейчас сценарий, но представим его. Ну, Россия становится другой страной, выводят войска, платят репарации. Ну, это, наверное, затормозит темпы отказа от ее энергоносителей. То есть все скажут, что ну ладно, в общем, кажется, вроде бы там что-то. Ну, не будет Путина, будет Патрушев. Вы думаете, вот он пойдет? Если Патрушев придет с точки зрения, что Путин недостаточно ястреб, я хочу стать настоящим ястребом, то, конечно, да, ничего не изменится. Но если это будет переворот обратных, людей обратных намерений, да, я же не говорю взглядов, которые скажут, что нет, война зашла слишком далеко, Россия ее не тянет, да, и вот этот вот дед не может адекватно понимать реальность, поэтому мы его заменим, то здесь возможны разные развилки, да, в конце концов, после Гитлера, когда он там покончил жизнь самоубийством, его тоже сменили военные, которые пошли и подписали таки капитуляцию, да, потому что понимали, что все, нечем сопротивляться. Это вряд ли будет российская история, но слушайте, война — это непредсказуемая материя. Незачем сейчас сидеть и гадать, какой она будет через полгода. Наверное, военным аналитикам это интересно, я некомпетентен в этом. И поэтому увидим, что будет, но я думаю, что возврата к... Вот эта идея есть в немецкой политической культуре, я сейчас не вспомню ее на немецком, но она говорит о том, что втягивание через торговлю, да, то есть мы должны втягивать страны, которые нам не нравятся, в том числе Россию, и делать их такими, как мы, через более активную торговлю. Вот я думаю, что на этой идее поставлен крест применительно к России, ну, по крайней мере, на поколение. Я зараз не буду пытаться про тое, что як вы лічыце, ці ўвядзе Лукашенко свае войска на тэрыторыі Украіны. Я про іншае. Адныя кажуць, что толькі дзякуючы вось этой хітрасці палітычнай Лукашэнкі яму ўдаецца саскачыць з гэтага пытання ўвядзення войскаў. Другія кажуць, да перастаньце вы, якая там самое там хітрасці, якія там палітычныя нейкія магчымасці, маўляў, нічога няма, як загадаюць, так і робяць. Вы на якім баку вот все ж таки в этой ситуации? Да, мне ни та, ни другая точка зрения не близки. Здесь нет никакой... То есть я не думаю, что Лукашенко — это губернатор Минского автономного округа, да, что он исполняет все приказы Путина, просто берет под козырек и все. Там, я думаю, есть какое-то пространство для торга, и Путин обязан учитывать, что перед ним все-таки не президент Южной Осетии, да, а все-таки перед ним человек с бюрократией, которая пока подчиняется этому человеку. И поэтому и страной, которая в очень сложном политическом внутреннем таком противостоянии. То есть, что это не свой регион. И поэтому не думаю я, что Лукашенко просто выполняет все. Точно так же я не думаю, что это требует какой-то недюжинной хитрости, ума, мудрости не ввязываться в войну. Мне кажется, нет более простого решения, если ты себя считаешь президентом Беларуси, это как не посылать войска в мясорубку, которую не поддерживают 95% твоего общества. Ну, это банальность, да, никто этого не... Надо быть абсолютным идиотом, чтобы это сделать. Ну, поэтому никакой здесь мудрости нет, самосохранения. Простое самосохранение для Лукашенко, оно у него кажется... Я думал, что оно его стало так подводить в 2020 году, что все, оно атрофировалось. Оказалось, что у Путина оно атрофировалось еще сильнее, что у Лукашенко еще все-таки какие-то остатки этого инстинкта, они есть, они работают, он понимает, что нельзя делать непопулярные самоубийственные вещи. И я думаю, что, ну, не знаю, требовал ли Путин введения белорусских войск или не требовал, или удовлетворился помощью, которую Лукашенко ему оказал. Но я думаю, что если бы требовал, Лукашенко бы бодался за это. Артем, ну, важно. Про непопулярные, не ведаю, наколькі самозабойные, но непопулярные. Вот мне падавалася, что для... Вот, что самое непопулярное может быть зроблено для белорусов, гэта карать за... миру мир, вот нет войне, вот это вот все. Але зараз мы назіраем менавіта гэта за тое, что ты доносишь, что мы белорусы мирные люди, тебе за это садят на сутки. Угу. Вот мне падаецца вот это, ну, вельмі непопулярная, калі не самозабойчая позиция и практика. Ну, вопрос, сколько людей это видят, да, сколько людей следят за новостями о репрессиях против антивоенных активистов, да, там против людей, которые украинскую себе ленточку волосы вплели, там были такие задержания в марте. Угу. Я думаю, что не так много. Я думаю, что уже репрессивная тематика утомила, к сожалению, большинство белорусов, потому что она стала рутинной для нас.
и поэтому Губопик может развлекаться. Да? И я даже не думаю, что требуется здесь приказ Лукашенко какой-то. Вот накажите всех, кто против войны. А вот то, что касается войны, если бы он отправил свою армию, это бы заметили все. Это сложно было бы игнорировать. Поэтому что-то он может себе позволить, да, на что-то он просто закрывает глаза с точки зрения активности силовиков. А отправка армии на войну, которая не может быть выиграна, это, это просто не кладется не то, что как бы в какую-то разумную рамку, это даже просто это политически бессмысленно. Я не понимаю, что бы он от этого получил. Дарэчы, пра інфармацыю і колькі людзей гэта бачыць, выдаўлены, выціснутыя фактычна ўсе незалежныя СМІ, пакаранне за там тэлеграм-канал у тэлефоне там, і гэтак далей. Інфармацыя абмежаваная, і мне зараз ужо расказваюць людзі, якія засталіся там, што от у іх асяродку, можа быть, 10 там, якое было прыхільнікамі пераменаў, зараз пачынаюць, тому что глядзець-то што застаецца, вот там тэлевізор, там що это такое, размовы ідуць про тое, что а можа і сапраўды там вот в Украіне там трэба было вот там штосьці зрабіць там России, бо что-то там не тыя працэсы пачаліся, і мы тут можа быть правильно, что дапамагаем России. Вот такое пачынаецца. Наколькі прапаганда здольная стварыць з беларусаў, можа быть, тое, што адбываецца з расійскім грамадствам, расіян у гэтым устаўленні вот да гэтых усіх працэсаў. На какое-то время какую-то часть, в том числе людей, которые раньше симпатизировали протесту, безусловно, да, но здесь я несколько оговорок сделал. Какую-то часть, то есть для значительной части белорусов это будет табу, и мы видим по опросам, что по одобрению, неодобрению действий России общество разделено примерно пополам. Опрос Фардаматского это показал, опрос Chatham House это показали. Примерно похожая картинка. С точки зрения того, насколько это будет продолжительно, пока можно изображать успехи на фронтах, да, наверное, часть людей будет в это верить. Когда это затягивается, эйфория падает, победная эйфория тем более падает, и это не может быть долговечным. Да? Поэтому такой эффект есть. Независимые СМИ, независимые источники информации потеряли в Беларуси значительную часть аудитории. Я не знаю, продолжают ли они ее терять, но 2021 год стал здесь серьезным таким ударом по способности удерживать аудиторию по понятным причинам. И поэтому, да, вот те люди, которые называются нейтралами, условно говоря, в вопросах, да, раньше они назывались электоральным болотом, люди, которые не имеют своих постоянных глубоких политических убеждений, а могут по ветру немножко колыхаться, да, в зависимости от того, что сейчас в тренде. 2020 год, понятно, многие из этих людей присоединились к протестному движению. Сейчас я не просто допускаю, я это вижу и знаю по некоторым вопросам, которые уже опубликованы, по некоторым, которые еще не опубликованы, что значительная часть этого нейтрального такого крыла, да, болота, можно сказать, белорусского общества в социологическом смысле, оно качнулось в сторону, я не могу сказать про лукашенковских взглядов, а взглядов таких антиреформаторских, что давайте война, не время перемен, больше они сторонники каких-то пророссийских нарративов, да, вот в эту сторону качнулась значительная часть нейтралов. Это факт, да, с этим надо будет иметь дело, и поэтому скоро той ситуации, которая была в 2020 году, где был Лукашенко и его маленькое ядро сторонников, и все общество против них, вот это уже не ситуация белорусского общества. Уже у нас есть два ядра по краям, и они сравнимые, по 30% примерно, и все посередине, что колыхается. И да, такие временные и какие-то такие поверхностные колебания, они не будут происходить. Просто для этого России нужно побеждать, понимаете? Для этого России нужно постоянно демонстрировать успехи, в том числе через свои СМИ. А вот в этом у меня сомнения. И все ж таки вот на гэтые ваганні, калібанні, вот нам, сыходзячы з нашай пазіцыі, ці магчыма паўплываць, вот хто можа на яе паўплываць, вот можа просто там дэмакратычныя сілы з-за мяжы паўплываць на гэтые очень малая возможность. Это о чем я говорил в начале, что потеряв какую-то часть аудитории, сфокусировавшись на своей повестке, ее вернуть очень сложно. Поэтому, наверное, придется ждать какого-то нового мобилизующего события, да? Что-то, что как ковид в 2020 году,
как выборы в 2020 году и появление новых кандидатов, оно электризует общество подключается на альтернативные каналы информации. Это хорошо видно по подпискам на независимые СМИ, в том числе более ярко, наверное, на Нехту, если посмотреть, да, как были всплески, связанные с какими-то событиями, и потом падение обратно, но опять всплеск. Вот это вот и есть то, как живет белорусское медийное потребление во многом. Поэтому, когда белорусы почувствуют момент, в котором им очень важно знать правду, несмотря на репрессии, несмотря на риски, они вернутся к тем источникам, которые им не врут. Да, это может быть экономический кризис, военный кризис, не знаю, кризис власти, связанный вообще с каким-то отходом Лукашенко от власти и так далее. Но взять и из-за рубежа убедить белорусов вернуться, надо быть очень креативным, наверное, и уж точно как-то придумывать новую повестку для себя, потому что на повестке 2020 года далеко не уедешь. Люди для себя, я не могу сказать, перевернули страницу, я думаю, для многих 2020 год это очень болезненная травма, но тематически для себя 2020 год многие оставили в прошлом, большинство людей, почти все люди. А мне иногда кажется, что диаспора и ее голоса продолжают жить в 2020 году. Переваривать эту травму непереваренную. А это людям внутри далеко не всегда интересно. А вы готовы чакать там 10-15 годов, покуль вот самое оно выспее? Я свою жизнь не фокусирую на... Знаете, вот для меня освещение политики и вообще какой-то анализ политики важно не дать этому стать своей путеводной звездой в жизни, да, что вот вся моя жизнь подчинена политическим циклам. И я вот веселый на выборах, я грустный в междувыборный сезон, потому что все тухло. То есть надо, мне кажется, как-то свое личное пространство отстраивать от... и там уровень своего там серотонина и эндорфинов в крови отстраивать от... каких-то политических событий, депрессии, стагнации политической, потому что иначе это путь действительно в никуда. 10-15 лет, я не думаю, что так будет, так надолго забетонирована наша ситуация. Я думаю, что 24-25 год — это более чем реалистичные развилки для какого-то изменения белорусско-российского вообще вот этого вот авторитарного монстра, да, потому что там выборы, тут выборы, война к тому времени может уже... скажем так, перейти в какую-то завершающую свою стадию. И поэтому я бы такими долгими горизонтами не мыслил. Но с другой точки зрения, для тех, кто не готов, для тех, кому важно, важно не примириться с мыслью, что я там сижу и жду, я думаю, еще есть множество способов повлиять на ситуацию. Есть множество способов вовлечь себя в эту ситуацию. Я раздавать советы не люблю и не буду, но мне кажется, что все понимают, куда и как себя можно применить, как в Украине, так и в Беларуси. Ну, таким чынам атрымліваецца, что вот жыць у такой сітуацыі как бы не распакаваны чемодан, з якім ты прыехаў з Беларусі, і жыць толькі там беларускай унутранай повесткай, так бы мовіць, это на сёння не зусім правільна. Ўсё ж таки трэба чемодан распаковывать и уладковывать быть тут. Я не понимаю, в чем проблема этого взгляда на жизнь. То есть чемодан быстро собирается. Правда. Если в Беларуси происходит изменение... Я таксама не бачу, но вот тыя, хто вот, застаецца у Беларусі, бачыць у гэтым праблему. Вы уже для нас страчаныя, вы уже распаковали чемоданы. Мы их не убедим. Мы не убедим их в том, что они не правы. Они не могут посмотреть на нашу жизнь, они не могут смотреть, какие новости мы читаем и так далее. Окей, пусть они так считают, в этом нет ничего страшного. Когда придут изменения, те, кто захочет и сможет вернуться, вернется. И я думаю, что вот эти вот споры времен белорусского разделенного народа, да, они уйдут в прошлое за новой созидательной повесткой строительства новой страны. Поэтому в этом нет ничего страшного, господи. Мы сейчас переживаем сложный период нашей истории. Я не вижу в этом чего-то из ряда вон. Да? Это сложно, это драматично, это для многих личная катастрофа, но исторически почти каждый народ переживал катаклизмы, и иногда посложнее, чем этот, да, чем наш белорусский. Поэтому, вот надо выживать, в том числе и в таких ситуациях, да, и наше счастье, что с той стороны границы от нас, да, не находится свеженький, молодой, полный ресурсов, сил и легитимности режим. И поэтому... я все равно оптимист в этом смысле, да. И могло быть множество развилок, в которой все было бы намного хуже для Беларуси. В том числе и в 2020 году, кстати говоря. Многие любят критиковать 2020 год из-за того, что чего не получилось, но люди мыслят именно, чаще всего склонны мыслить в таких категориях, что они себе представляют идеальный вариант
и видят то, что получилось, и расстраиваются поэтому. А важно понимать, что альтернативных сценариев, в которых все могло пойти намного хуже, чем пошло в 2020 году, их много. И вот то, что мы многих из них избежали, это, возможно, тоже надо иногда для себя рефлексировать. И это иногда успокаивает, да, что, кто знает, возможно, мы действительно прошли в миллиметре от российской оккупации. Да, а возможно, мы прошли в миллиметре от гражданской войны. Дарэчы, вось у нас была на запісу праграмы «Ідэя X» Куль Сільвестрова, вядомейшы гісторык, выкладчыца. Яна перакананая, што калі б беларусы ў 2020 годзе узялі нават не зброю, а там якую біту ў рукі, а не аўтамат Калашнікова, гэта фактычна абазначала б акупацыю. Это возможно, да. Это мы не знаем, да, история не знает сослагательного наклонения, все могло... мы видим сегодня, что Россия — это не... Я поздравляю тех, кто знал про Россию все заранее. Я не из тех людей, да, и я в 2020 году написал 10 причин, почему Россия не вторгнется в Беларусь. Тогда я исходил из того, если протесты будут оставаться мирными, соответственно, если забастовки будут продолжаться, то России просто это вообще ничего не даст. Сегодня я понимаю задним числом, что Россия — это, и путинская Россия в первую очередь, это не та страна, чьи действия можно так легко предсказывать, да, лишь основываясь на рациональных причинах. Поэтому, были и такие развилки. Я не говорю, что это наше достижение, что Россия не вторглась. Да, безусловно, нет. Здесь нет никаких достижений. Просто так сложилась ситуация. Но убиваться из-за того, что что-то не получилось, как мы хотели, мне кажется, деструктивная эмоция, вне зависимости от того, насколько она верна, она не поможет. То есть в этом смысле сделать шаг вперед, оно полезнее. Я прошу прощения, что наш эфир превращается в какую-то такую консультацию психологическую непрофессионального психолога, поэтому прошу прощения. Ничего страшного, это працуе, Артём, это працуе. Глядим на Арестовича и бачим. Да, не уверен, что мне нужны такие лавры. А попробовать можно. До речи, наш глядач под ником Дмитрий пишет: Шрайбман считает, что мы прошли в миллиметре от оккупации. Шрайбман до сих пор не в курсе, что Беларусь оккупирована. Я так не считаю, да, что Беларусь оккупирована, я не считаю. Я об этом в своей последнем выпуске передачи говорил на «Зеркале». У оккупации есть понятные довольно признаки, да. То есть можно быть сторонником взгляда, что Беларусь оккупирована с 96 года. Или 94 года. Что Лукашенко, это наимит, губернатор, он пришел к власти, все, Беларусь оккупированная. Можно как еще раз... Принамсі, от того, как ему объявили импичмент, уговорили инициаторов импичмента русские, российские, кремлевские визитеры. Мне нравится использование терминов по назначению. У нас есть множество историй, вообще в истории нашего региона в том числе, когда страны находились в вассальном таком отношении по отношению к большой империи, да, или в отношениях сателлита. У нас был Советский блок, и был Советский Союз с его республиками, да, а были страны Варшавского договора. Была ли Польша или ГДР под оккупацией Советского Союза? Кто-то скажет, что да, потому что стояли войска, они участвовали в подавлении восстания в Чехословакии, например, они даже... В отличие от Лукашенко, который войска в Украину не послал, там та же Польша войска в Чехословакию послала. Да? И кто-то скажет, что это были тоже оккупированные страны. Но по факту, из-за того, что эти страны оставили, несмотря на власть коммунистических партий, несмотря на плотнейшую зависимость от Советского Союза, участие в советских авантюрах военных, они оставили у себя институты государственности, свои собственные. У них были собственные коммунисты, у них была собственная партия, у них были собственные парламенты, правительства и так далее. В момент ослабления метрополий, то есть Советского Союза, произошло высвобождение этого национального потенциала, да, и страны восстановили свою автономию, оставаясь независимыми. Никто не отказывал в Польше коммунистической в том, что это независимая страна, в ООН и так далее. То же самое с Беларусью сейчас. Мы в ситуации максимальной за 30 лет зависимости от России. Никогда мы еще не были так зависимы от России, как сейчас. Но это спектр. Это на одном его конце оккупация, да, но мы еще не в той точке. Пока есть институты, пока есть государственные атрибуты, даже если они сегодня не проявляют себя, это не значит, что их можно хоронить. Да? Все институты в политологии такого рода называются спящими. Именно не случайно, потому что бывают моменты, когда они просыпаются. Поэтому для меня оккупация — это довольно четкий термин. Его знает и международное право. Еще 100 лет назад, 115 лет назад, Гаагская конвенция. Оккупация — это когда армия другой страны замещает с собой и своими административными органами
власть на месте. В Беларуси этого не произошло, несмотря на то, что российские войска, наверное, себя чувствуют как дома, да, в Гомельской области или где там они еще могут находиться. Есть разница, да, и эту разницу важно понимать, рефлексировать. Почему? Потому что если мы потеряем и институты, да, в результате интеграции с Россией, вот это будет действительно туши свет. Если мы сейчас скажем, что все, мы уже оккупированы, и можно просто забить и забыть про то, что Беларусь как страна еще есть, пусть она и в таком положении сателлита сегодня существует, то мы можем просто похоронить ее раньше времени. Я не думаю, кому от этого будет лучше. Вы зараз супраць вось гэтай петыцыі там ці зварота, які шэраг апозіцыі дэмакратычных сіл напісалі і падпісалі, у тым ліку Тихановская, по признании оккупованной территории. Как я и говорил, я считаю, что в этом есть зерно абсолютно верное, которое состоит в том, чтобы развести ответственность. Да? Есть Путин, Россия и Лукашенко, которые несут ответственность там, агрессоров, соагрессоров с точки зрения войны, и есть белорусы, которые эту власть не выбрали в 2020 году, и, соответственно, они не могут считаться в равной степени виноватыми. В этом посыл я считаю правильным. В остальном это просто фактологически, я считаю, неверным, ну и вредным, откровенно говоря, добиваться какого-то юридического закрепления того, что Беларусь больше не страна, а Беларусь теперь округ. Да? Это, мне кажется, просто, это бесперспективно, этого не будет. Самое главное, что этого не будет. Мы сейчас обсуждаем это в гипотетике такой. Этого не произойдет. Мне кажется, даже уже оппозиция бросилась с этим носиться. Но это в том числе вообще выхолостило бы, что такое оккупация как таковая. Да? Вот оккупирована сегодня часть Украины, больше 20%. Вот это оккупированные территории. Беларусь еще не в том состоянии. Это различие важно понимать, так же, как важно понимать там, на волне последних лет там, сексуальных скандалов разницу между домогательством и изнасилованием. Вот для того, чтобы не выхолащивать, нивелировать то, что переживает жертва настоящей оккупации, нам нельзя приравнивать нас к этому же состоянию. Хотя в некоторых случаях параллели есть, конечно же. Есть параллели, которые можно проводить, акцентировать, как демократические силы заявлять, но это не полное там, тождество. Да? Это пересекающиеся круги, но не накладывающиеся друг на друга. Ну і на завершэнне, Артём, вот можна, конечно, крытыкаваць бачанне Павла Усова, што трэба чым трэба займацца зараз дэмакратычным сілам, пабудова гэтых вот інстытуцый, там урадаў выгнанні, ўсяго гэта астатняга, але гэта вот такое бачанне, што трэба рабіць, каб наблізіць, я не ведаю, што можа перамогу наблізіць такім чынам. Калі гэта не падыходзіць, на ваш погляд, то ёсць свае рецепты? Не, очень нету. У вас в студии Павел Латушко меня критиковал за то, что я не даю... То есть я только комментирую, ничего не делаю. Так и есть. То есть я действительно комментирую и не даю советов. Я считаю, что есть люди, которые умеют давать рецепты, есть люди, которые к этому не способны или там не склонны. Я не умею давать рецептов политикам и политическим там, деятелям или группам людей, да, особенно, когда я нахожусь в эмиграции, а большинство людей, белорусов, находятся в Беларуси. Поэтому мы какие-то вещи с вами проговорили, и про расширение повестки, и про то, что не надо упиваться своими там спорами внутренними и думать больше о людях, которых вы представляете, какие-то базовые вещи, но нарисовать стратегию и план — это к политтехнологам. Я не один из них. То есть если мы проводим медицинские метафоры, то есть диагносты, есть люди, которые выписывают рецепты. Мне ближе жанр диагностики. Если кому-то этого недостаточно в том, о чем я говорю, я понимаю все недовольство, я его часто читаю, что ты можешь только разглагольствовать и не говоришь как надо. Окей, я признаю это факт. Переключайтесь. Пишут, и прогнозы твои не справдживаются. Бывает и такое. И, соответственно, переключайтесь на тех, кто дает советы и рецепты. Их у нас множество. Да? Я не навязываюсь, но я, если бы как бы мог и хотел, поверьте мне, я бы эти советы давал. И из того, что я их не даю, можно сделать вывод, что у меня их нет. Ну да, вот калі казаць про диагностику, то толькі што дыагнаставалі мы разам с Артёмом, ну, скажем так, даволі сур'ёзную хваробу у арганізме дэмакратычных сілаў Беларусі. А вот, правда, лекаў не прописали, не ведаем, что робить. Я бы даже сказал, что она такая, знаете, наследственная, в смысле, что она во всех поколениях демократических сил себя так или иначе проявляет. То есть уже не вылечим, пакуль яшчэ медицина не знайшла
Их счастье в том, что они не живут в вакууме, и бывают исторические периоды, когда сама история, сама белорусская политика отодвигает в сторону эту болезнь, да, и не дает ей, что называется, обостриться. Вот как в 2020 году, например. В 2020 году, даже в конце 2020 года, не было споров и разладов внутри оппозиции. Когда они возникали на каком-то таком маленьком уровне, их сразу же внутри все старались погасить. Поэтому снова не надо драматизировать эту ситуацию. Вот мой совет. Не надо это драматизировать. Это отражение динамики внутри Беларуси. Будет в Беларуси другая динамика, вы не увидите даже следов раскола в демократических силах. Будут это сегодняшние лица или новые лица? Ну да, прыйдуць новыя людзі на хвалі новага ўздыма, які можа быць там у 24-25 годзе. Гэта не азначае, што там старой апозіцыі у выглядзе Ціхановскай ці ўвогуле там да гістарычнай апозіцыі у выглядзе Лебедзькі там ці яшчэ каго-нибудь немагчыма будзе аб'яднацца і працаваць разам. Усё магчыма, беларусы могуць здзіўляць. Дзякуй вялікім. Артём Шрайбман, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце нас і подписывайтеся як на YouTube канал Артёма, так і на телеграм-канал. канала, сейчас дезинформируем людей. У меня только телеграм-канал. Телеграм-канал Артёма. Ну і тым не менш, YouTube мы бачым яго, скажем, на зеркале, там, дзе ён выступае, наноў пачаў выступаць са сваімі думкамі і развагамі. Ну і пра YouTube канал Еўрарадыё не забывайцеся, як і пра пантэон Еўрарадыё, дзе можна набыць кнігу і пачытаць думкі Артёма пра нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікім, Артём Шрайбман. Спасибо.